Құрметті көрермендер, Кинопро бүгін келесі аялдама Арман деген фильміне жабық көрсетіліміне келіп отыр. Киноға қандай қонақтары келді және киноға деген көзқарастары қандай, соны бірге тамашалайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Про моего героя? Это Адай, парень с провинции, с города Кокшетау, ну, по сюжету, соответственно. Парень-боксер, занимается в спорткорпусе, ярко горит мечтой быть чемпионом, именно продолжать развиваться в своей стезе, но недопонимание с родителями, какие-то семейные травмы, которые, ну, я спойлерить, конечно, не буду, да, окружение, которое я бы не сказал, что плохое, но районское, подверженное каким-либо таким плохим моментам, да, из-за чего, соответственно, они начинают пробовать наркотики и идут не по той дорожке. Амбициозный, но вспыльчивый, от крайности до крайности, поэтому он либо все, либо ничего, либо спорт, либо наркотики, как-то так. Смотрите, в данном фильме вам были какие-то трудности вообще? Были ли трудности? Да, съемка? во время съемки. Да, конечно, этих трудностей было. От первого дня съемочного, да, когда я не особо был подготовлен к первому съемочному дню и до последнего. У нас были даже такие проблемы, такие трудности. Тима Татарин, да, он заболел пневмонией, чтобы вы понимали, мы работали в очень тяжелых условиях. Ну, действительно, как бы и замерзали, приходилось глубокой осенью отжиматься в воде, такие моменты были. Замерзали до такой степени, что я, бывало, не чувствовал своих пальцев. Трудностей, конечно, было много. Даже в боях, в сценах с боями приходилось по-настоящему получать. Именно в триллере видно, что вы понимаете запрещенные вещи. Да, вообще, как это в фильме показалось? Вообще, нормально было для вас? Это было... Или надо было научиться специально такого? Либо... Ну, я примерно понял ваш вопрос. Ага. Нет, учиться ничему не надо было. Есть техника, есть, ну, чего греха таить, есть в старом далеком окружении. Сейчас проблема наркотиков, на самом деле, она обширная. Все, ну, молодежь вся знает, что это такое, что такое синтетика, что такое телеграммы и так далее, да. И я, соответственно, также знаю из своего прошлого окружения, да, ну, что это такое и как это делается. Наши зрители, наверное, скорее всего, будут те люди, которые занимаются спортом. Большинство, да? Потому что жанр и фильм основан к этому, да? И как вы думаете, зрители что возьмут с себя от этого фильма? Возьмут? Да. Ну, не только спортсмены, я думаю. Спортсмены, я считаю, те, которые серьезно занимаются спортом, они уже на правильном пути. А рассчитываю я больше на то, что посмотрят этот фильм ребята, которые наискосок от правильного решения. Те, кто думает, что один раз попробую, ничего страшного. Мы в этом фильме показываем, что такое попробовать один раз и чем это заканчивается. И на самом деле это в жизни так и есть. Действительно. Келесі аялдама Арман фильм, вы знаете, да? Какую мечту вы исполнили вы сами? Моя мечта – это быть сейчас здесь. Действительно, ну, такой момент, наверное, скажу. 6 лет назад я лишился учебы. 6 лет назад я сидел и мечтал о том, чтобы сниматься в кино, поехать в Астану, да, как бы такие моменты. И это сейчас и произошло. Хотя на тот момент, конечно, у меня не было никаких предпосылок к этому. Но сейчас она сбылась. За вашу роль, да, родители как относились? Родители, родственники, близкие, друзья, вообще на эту роль, которую вы сыграли? Родители, они всегда меня поддерживали. Этот проект мы снимали еще до того, как моих родителей не стало. И они знали, то, что я буду играть бойца, который будет употреблять наркотики, стремиться к вершине и так далее. И они хорошо относились к этому. Они знали весь сюжет, логлайн еще задолго до того момента, как мы начали съемки, потому что сценарий был написан еще задолго. Все хорошо, спасибо вам большое. Спасибо вам. Проект. Кто, как, вообще, что играет? Героя, ну, это такой младший друг, который развивается, несмотря ни на что, ни на какие разборки, и все-таки нашел друзей вот в лице вот этой банды.
А это сюжет вообще сходится на реальных событиях или это вообще выдуманный? Вообще это собирательный образ скорее, и ну, в любом случае мы показываем то, как не нужно делать, и в этом весь, так скажем, опыт. Да, у вас в триллерах видно, что там есть запрещенные вещи и так далее, подобные, да? Как вы думаете, такой фильм залетит вообще наших казахстанцев? Я думаю, да. Прежде всего мы показываем то, что какие могут последствия быть при употреблении этих запрещенных веществ. Поэтому мы никак и не, так скажем, не предлагаем и не призываем к этому. Вот. Был такой момент, что вам было это трудно сделать, и вам надо было научиться, чтобы сыграть эту роль? На самом деле я играл самого себя, и мне не нужно было как-то погружаться, но это в любом случае опыт, и ну, я немного гиперболизировал эмоции просто, и все. А так было все хорошо, супер. Все, спасибо вам большое. Вас поздравляем с новым фильмом. Спасибо большое. Вы как вы думаете, зрители как будут принимать такой жанр? Ну, надеемся, что очень положительно. Я надеюсь, что зрители извлекут как минимум тот смысл, который мы закладывали в фильм, особенно молодежь. Поэтому очень надеюсь на хорошие рецензии, на то, что зритель правильные вещи вынесет из фильма. Вам были какие-то трудности во время съемки, допустим? Надо где-то научиться или вы где-то отыграть или такого? Ну, отыграть, наверное, нет. Ну, хотя да, отыграть было сложность в том, что нужно было отыграть состояние под синтетическими наркотиками, а я такого не ощущал, поэтому я не знал. Вот. Потом была, я вот недавно рассказывал, сцена с «Жигули». На механике мне приходилось учиться на механике. Потом вот там приходилось водить в Кукчетау, в городе, в средь белого дня, трафик, короче, живой. И вот, ну, как-то. Думаю, что он подойдет всем. Главное, чтобы вам было больше 16 лет, потому что у нас фильм 16+, и выше, да? Да, и до 96 лет. Все хорошо. Келесі аялдама арман деп айтып тұрады. Это самое название. Вы выполнили свою мечту одну? Если есть, расскажите немножко. Мечту? Так, ну, наверное, да, я играл долгое время в КВН, и у меня была такая одна из моих мечт, то сыграть на сцене при Маслякове, пока он еще был. Ну, я помню просто эти ощущения, и почему-то сейчас это первое, что мне пришло в голову. Вот, выступил в Крокус-Сити Холл на 6000-й арене со звездами КВН. То есть ощутил эту атмосферу и как бы вот закрыл такую свою мечту, гештальт. Что скажете нашим зрителям, которые будут смотреть дальнейший фильм? Ну, скажу, что, друзья, во-первых, спасибо, что вы пришли, посмотрели. Во-вторых, я желаю, чтобы все ваши мечты обязательно сбывались. Верьте в себя, верьте в свои движения, в свои мысли, вообще в свои знания и развивайтесь. Удачи вам. Пусть у вас все будет по жизни хорошо, пусть у вас все получится. Жалпы осындай фильм жанры сізге өзіңізге жалпы өте ма? Или жалпы қалай қарайсыз бұндай жанрға? Негізі бұл спорттық драма деп спорттық драма деп саналады. Жалпы сюжеттің өзі қызықты болғаннан кейін, әрине ол өтімді, маған ұнайды бұндай стиль. Жалпы бұндай жанр негізі Қазақстанда бірінші рет болып отыр, иә? Мультижанр, иә. Ой, түйеті ойлайсыз осы кинодан? Жалпы ең басты мәселе бұл жастарға мотивация болса. Ең басты мақсат, менің ойымша, бұл фильм өте жақсы мотивация ретінде жастарға үлгі болады. Себебі әр адам, кез келген адам алдына қойған мақсатына жету керек, арманына жету керек деп ойлаймын. Сол үшін кәдімгідей терін төгіп, еңбек етіп, жұмыс істеу керек. Бұл фильм қандай проблемаларды ашық көрсетіп кетті? Бұл фильмде ең бастысы наркоманияның мәселесі көтерілген, жұмыссыздық, тұрақсыздық. Сондықтан қоғамда болып жатқан дерттің бәрін көрсетіп, сол дертпен қалай күресетін әдіс тәсілдерін көрсететін фильм. Киноның аты келесі аялдама арман болғандықтан, сіз қандай арманыңызды орындадыңыз жақында болсын? Орындайын деген арманыңыз бар ма? Енді армансыз адам шайтан дейді ғой негізі. Мен алдыма қойған кезінде, жас кезінде, кішкентай кезінде қойған мақсатым ол актер болу, танымал болу. Сол менің танымалдығымның арқасында бір адамдарға көмектесуге бір септігін бере ма деген сондай оймен. Осы академия, КФР академиясынан актерлер бар ма осы киноға түсірген? Әрине бар. Жанболат Хайроллин, Серік, Тимур, Бекарыс, бас кейіпкерлер ғой. Бұлар өздеріңіздің академияларда шығып жатқан актерлер, иә? Иә.
сол академияның түлектері. Сіздерде бұл енді нешінші фильм? Мен бұл академияға Рекламаларда жиі көрінесіз негізі. реклама жарнаманы да түсіреміз. Жалпы мен бұл фильмге мен қатысқам. Бас кейіпкердің әкесінің рөлін сомдаған. Сондықтан мен бұл фильмге тікелей қатысуым бар. Ол бір. Екіншіден, бұл ПВИ академиясының түлектері негізі қазір кино саласында өте белсенді, қарқынды жұмыс істеп жатыр. Біраз, мысалы, Бекарыс қазір бәрі көбісі енді Астанада түсірілім аз болғандықтан көбісі қазір Алматыға кетіп жатыр. Бекарыс та Алматыда жүр, Серік те Алматыда жүр, Тимур да Алматыда жүр. Сондықтан менің ойымша ең тағы да бір жақсы бір несі бар, үлесі бар, пайдасы бар. Осы астаналық бизнесмендер кішкене кино саласына инвестиция жасап, Астанада түсірілімдер көбейсе, бәлкім мынандай жастар Алматыға кетпейді. Осы Астанада бұл. Жақсы рахмет. Ребята, кто это стоит? Ребята, мы стоим, садимся, смотрим фильм, если хотите.